Цактон Антоев, отрывок из повести «Аргамак». Шел июнь 1941 года. Колхоз «Светлый путь» готовился к сеноуборке. Скот уже набрался сил, стал резвым, норовистым. Травы стояли высокие, сочные, будет чем кормить скот зимой. Можно смело увеличивать поголовье. А для скотовода обилие корма – это радость, счастье, и колхозники радовались. Табун Доржо пасся на летнем пастбище. Табунщик подумывал, не съездить ли ему на денек домой, кое-что подготовить к свадьбе и заглянуть в правление колхоза. Прихватив свежие газеты, чтобы читать на досуге возле табуна. Подождав, пока спадет утренняя жара, Доржо загнал табун в тенистую пать и поскакал к колхозной усадьбе. Возле правления колхоза Доржо окликнули. Он остановился. Учетчик Жамсо, невысокий пожилой человек с угрюмым лицом, приближался к табунщику. «Слыхал? Война!» — сказал он, мигая глазами. «Какая война? Кто с кем воюет? Председатель с тобой или ты с председателем?» «С немцами война. Кончилась мирная жизнь. Надо готовить поход боевых коней». Жамсо любил выражаться высокопарно. «Что ты болтаешь? По радио передали, Германия на нас напала. Бомбили Ленинград, Минск, Киев, Харьков, Севастополь». Жамсо тяжело вздохнул. «Кто бы подумал?» Рысак закружился на месте, словно его поразила эта весть. Доржо натянул повод. Теперь только табунщик заметил, какое грустное у Жамсо лицо, сколько тревоги в глазах. Привязав коня, Доржо вошел во двор правления. Не нужно быть особо наблюдательным, чтобы заметить, как все сразу притихли, приуныли, пораженные страшным известием, собираются кучками, о чем-то тихо разговаривают. У крыльца стояла учительница, подруга Долгормы и Бадма. «Приехал, — сказал Бадма, подавая Доржо руку, — а мы хотели за тобой посылать. Слыхал новость?» «Слышал». «Ну так вот, — Бадма почесал затылок, — лошади на войне понадобятся. Ты посчитай, сколько мы сможем дать. Напиши список и дай в правление». «Уже потребовали лошадей?» — спросил Доржо. «Не потребовали, так потребуют. Воевать не только мы будем, но и лошади. Не тяни. Завтра же привези список. Не жмись. Лошадей нужно побольше дать на фронт. Это наш долг». Бадма стал вертеть цигарку. Руки у него слегка дрожали. «Жди мобилизации. Вначале пойдут молодые парни».